так называемые антироссийские настроения. Почему я так говорю? Потому что вопрос передачи Российской Федерации, да, правительства Российской Федерации, если мы с вами выступаем за абхазские интересы, если мы с вами выступаем за абхазский суверенитет, за абхазскую конституцию, за абхазские законы, да, за право жить по нашим законам, да, то мы с вами автоматически становимся антироссийским элементом, мы проводники антироссийских настроений и так далее, и так далее. То есть в этой борьбе со своим народом власть не гнушается абсолютно ничего. Не только нарушение законов, да, но и фактически подставлять свой народ под... Подводят под плаху такую. Да. И это еще в такое сложное время в международных отношениях, когда Россия фактически с более чем 50 странами мира, да, воюет, можно сказать. И вот в этой ситуации, используя СМИ, используя площадки, используя спикеров из абхазского правительства, да, нас называют антироссийским элементом в Абхазии. И теперь уже получается, вот мы с вами до беседы, до записи говорили о том, что вот были антисоветчики, да, среди которых известные представители интеллигенции, науки Абхазии, да, их тогда на них доносили там, и так далее, то сегодня уже это перекочевало уже их детям, внукам, правнукам, вот эти такие ярлыки с приставкой анти. Ярлыки, да. Вы знаете, вообще-то, конечно, так бессовестно. Вот я заметила, что за эту передачу я очень много раз это хочу сказать бессовестно. Да? Вот мы же говорим об Аламес Апато, да, Аламес со здоровьем. Мне очень сложно понять, что вообще с людьми происходит. Это люди, которые среди нас живут. Мы с ними, мы здороваемся, мы делим, мы приходим к ним на их хорошее и плохое, как говорится. Эти люди сегодня самым бессовестным образом себя ведут. Это же такая манипуляция. Вы знаете, мне кажется, это тоже вот такое предательство в отношении своего народа. Чтобы заткнуть всех, кто критикует власть за плохое управление, да, за непрофессионализм, за коррупцию, за пренебрежение законов страны, да, заткнуть так, чтобы навесить ярлыки и придать этому такую вот форму. Вот это вот то, что они используют, что если люди критикуют вот соглашение, мы критикуем соглашение, потому что вы плохо составили это соглашение. Я не думаю, что в Российской Федерации им очень хочется именно вот такое иметь дело, вот такой результат. Я думаю, что было бы лучше для России, если бы это соглашение было принято без каких-либо противостояния, без такой серьезной акции протеста и так далее. А все потому, что именно власть так подготовила. Вот мы против этого. А они это преподносят как против антироссийские настроения. И я считаю, что эти настроения, они будут, вы знаете, они будут. В итоге получается, что если вы преподносите так, что мы не могли не принять это соглашение в том виде, в каком было, сейчас очень многие депутаты говорят, было такое давление, то есть, значит, кто-то там в российской власти, да, заставляет их принять такое не в интересах абхазского государства соглашение, причем давят. И они так это говорят, как будто если бы они не приняли, что завтра началась бы война. То есть они обвиняют практически Россию в том, что если бы они не приняли, то Россия бы устроила бы блокаду или там это. Я считаю, что это такое манипулирование. У власти есть какие-то свои обещания с какими-то олигархами, да, или еще там с кем-то. И они это перенесли в плоскость российско-абхазских отношений. Это очень опасно, то, что они делают.
И это они делают намеренно, потому что люди не хотят на самом деле иметь антироссийские, и ярлык антироссийских, да, настроенных людей. И они начинают избегать какого-либо обсуждения этого вопроса, потому что на самом деле они не настроены против России. И я на самом деле, не знаю, не видела таких людей, которые готовы выступать против, там, не знаю, каких-то, чтобы эти Кстати, настроения никто были. никогда не говорил по поводу этой даже госдачи. Да, и люди уже думают, если я что-то скажу, что это неправильно, Ариаурас Шадырчагылов. Да лучше я промолчу. Вот что они хотят сделать. Но я думаю, что таких дураков в стране нет. Я думаю, что и в России разберутся, с чем абхазское общество сегодня борется. Мы боремся против коррупции, беспредела правового и против того, что вот эти люди, абсолютно те, которые сегодня чиновники, против, как это сказать, против ограничения свободы слова. Вот против чего мы боремся. И, конечно, мы будем участвовать в управлении своей страной. А кто должен участвовать в управлении страной, если не граждане Абхазии? Инопланетяне должны. Вы знаете, говорят устами, знаете, как других людей. Относительно вот того, что это власть, я хочу сказать, что власть сегодня несет ответственность за то, что она пытается взрастить антироссийские настроения в Абхазии. Вы знаете, я реагирую на то, что вот даже не посчитали в соответствии, даже нету координат в соответствии с национальной системой координат, не определены границы. Да? Это что, против России? Я спрашиваю, почему целое управление, которое получает зарплату, почему они это не сделали? Кстати, это было очень легко сделать, вы знаете? Да, это легко. На самом деле, в соответствии с новыми технологиями, очень легко. Там 10 минут на это надо было. Но я об этом. И что эта власть как бы демонстрирует? Власть демонстрирует, что мы делаем все, что хотим, а вы попытаетесь что-то сказать, значит, мы вам навесим эти ярлыки, будем с вами таким образом бороться.